Башкортостане продолжаются профилактические ежедневные рейды по пожарной безопасности. Работники экстренных служб посещают жилые секторы и многоквартирные дома. Обсудим прямо сейчас эту тему. Сегодня с нами Павел Сабитов, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики. Что она нам говорит? На сегодняшний день у нас произошло более 6,5 тысяч пожаров в этом году на территории республики. Но если по пожарам у нас наблюдается снижение и по травмированных при пожарах, то одновременно у нас наблюдается рост погибших при пожарах. Ну и необходимо констатировать, к сожалению, что мы еще и потеряли уже 8 детей на пожарах. Здесь тоже у нас наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего, что становится причиной пожара и как предупредить? Давайте об этом поговорим, чтобы наши телезрители знали. Да, традиционный у нас в жилом секторе, как еще раз повторюсь, наверное, это неоднократно говорил о том, что основная часть пожаров у нас происходит, это больше 80%, это жилой сектор. То есть жилые дома, надворные постройки. Причины пожара у нас также уже традиционные сложились по статистике в этих домах. Это неосторожное обращение с огнем, это неправильное устройство эксплуатации электрооборудования и печного отопления. В принципе, основные три причины, из-за чего у нас происходят пожары, и, к сожалению, при них гибнут люди. Вы сказали, что 8 детей погибли в пожарах. При каких обстоятельствах произошли трагедии? Да? Часто ли становятся дети сами из-за неосторожного обращения с огнем или еще что-то, виновниками таких происшествий? Вы знаете, любой пожар, это в любом случае, в той или иной степени, это дело рук человека. То есть, понятно, даже техническая причина, либо не оставленный, не затушенный окурок, либо оставленный в электросети какой-то прибор, неосторожное обращение с огнем при разжигании того же самого печки и так далее. Даже элементарно, кажется, электропроводка тоже техническая причина. Но опять же, здесь тоже усматривается вина человека. Вовремя не поменял розетку, вовремя не произвел ревизию электрооборудования. Это то же самое, то есть он нарушил требования пожарной безопасности в жилище, тем самым произошел пожар. Даже элементарно можно было сказать, что грозовой разряд вроде бы тоже, чисто природное явление, но опять же в соответствии с требованиями у нас есть определенные здания и сооружения, где должна быть молния защита оборудована. Давайте проговорим, где они должны быть. В той или иной степени, в любом случае, что любому пожару, возникновению пожара, все-таки вина лежит на людях. А то, что вы вначале сказали о детях, естественно, они становятся жертвами, опять же, неправильных действий, несоблюдения требований пожарной безопасности, в том числе и со стороны взрослых. Есть, конечно, такое понятие, как детская шалость, но опять же, это из-за чего произошло? Из-за того, что детей оставляют одних дома, без присмотра малолетних. И, соответственно, не убирают спички, не убирают какие-то объекты, опять же, возникновения пожара. И дети, соответственно, балуются, здесь же понятно, что, опять же, это вина взрослых людей. И самое прискорбное к этому, что детей оставляют одних, либо родители, находясь с детьми, погибают вместе с детьми, либо дети сами погибают. Это самое, конечно, печальное. Профилактика. Какие меры могут принять сами жители, и что предпринимают экстренные службы? Вы знаете, работа профилактическая, она довольно-таки такая широкомасштабная, и задействовано очень много сил и средств к этому. В основном, в принципе, профилактика в жилье, это возложено на обязанность на органы местного самоуправления. Мы являемся организаторами этой работы. И, с одной стороны, простому человеку, обычному, эта работа не видна. Но, тем не менее, у нас на территории республики на базе органов местного управления создано 933 профилактические группы. И практически ежедневно около 200 этих профилактических групп каждый день работают в составе около 1000 человек. Соответственно, это проводится подворовой обход, с жителями проводится профилактическая беседа, указываются на определенные элементарные нарушения, которые выявляются в жилье. Производятся сходы граждан, на которых также разъясняются требования пожарной безопасности. Работа строится еще не только в рамках этих рабочих профгрупп,
Работа также строится и в печатных СМИ заметки, задействованы различные мессенджеры, интернет, сайты, порталы и так далее. Вплоть даже вот мы рекомендовали работу проводить через чаты, допустим, в детских садах, школьных учреждениях, в общедомовых чатах. Вот. Ну, в принципе, оно с одной стороны вроде как не видно, но работа ведется колоссальная со всех сторон. То есть привлекаем практически все, что можно для профилактики пожаров. С Почтой России мы, допустим, отработали вопрос такой, как размещение на квитанциях памяток о пожарной безопасности, с другими ресурсоснабжающими организациями, также с газовыми службами и так далее. Вот, ну, в принципе, работа она ведется постоянно. Это основная наша задача — профилактика пожаров. Вот, но, к сожалению, может быть, у нас все-таки еще пока менталитет такой, что, как вот показывает статистика, все погибшие, ну, практически 100%. Так или иначе, кто-то за месяц, кто-то за два, кто-то в течение полугода, кого-то в течение года, по крайней мере, но практически 100% они были обучены, погибшие. То есть с ними проводилась либо беседа, либо инструктаж, либо их жилище обследовалось. То есть, но, тем не менее, несмотря на то, что им и разъясняется, и разъяснялись требования пожарной безопасности, все равно были те или иные допущенные нарушения, вследствие чего произошел пожар и гибель. Как объяснить это поведение? Ну, я думаю, что, наверное, это все-таки наша вот эта русская авось до сих пор работает. Потому что, ну, каждый думает, что никогда со мной этого не случится, со мной этого не произойдет. Ну, к сожалению, как вот я озвучил статистику, ну, авось не всегда проходит, и в той или иной степени жизнь человека наказывает, если он пренебрегает элементарными требованиями пожарной безопасности. Вот. И надо же понимать, вот в данный момент у нас вроде бы люди думают, что пришло 21 век, технологии, цифровизация и так далее, а пожар-то происходит из элементарных вещей. И вот также необходимо отметить, это я немножко отойдем от жилого сектора, многоквартирные жилые дома. У нас же многие постройки, да, ну это больше 50%, ну какой больше 50%, наверное, основная масса, даже, наверное, около 80% жилья это построены 50-70 лет назад. Ну, мы все родом, так сказать, из Советского Союза, да, мы все прекрасно знаем, что как раньше строились дома и на каких потребителей электрических это было рассчитано, электропроводка. Ну, давайте вот вспомним даже с вами, да, что у нас максимальный телевизор был подключен. Может, холодильник и какое-то радио. Вот, а в современной жизни посмотрите, да, что у нас телевизоры различные, мессенджеры, различные микроволновки, стиральные машины и так далее, так далее. То есть нагрузка на электропроводку по сравнению с теми годами, когда это строилось и проектировалось, возросла в десятки раз. Ну, соответственно, и эти же дома до сих пор эксплуатируются, с той же самой электропроводкой. Ладно, есть люди, которые, ну, так сказать, понимают это, производят замену электропроводки и так далее. Вот, а многие же живут так же, как она была 70 лет назад смонтирована, это алюминиевый провод, так и пользуются. Ну, с учетом той нагрузки, которая нас диктует современная жизнь на эту электропроводку. Павел Юрьевич, можно ли говорить о спасенных жизней? Сколько их? Ну да, спасенных жизней у нас тоже достаточно много, но, наверное, сразу тогда уж подведу к тому, что у нас в республике с 2016 года, ну, как уже неоднократно я уже говорил, да, работает программа по оборудованию жилищ граждан определенных категорий автономными дымовыми пожарными замещателями. Вот, эта работа у нас продолжается ежегодно, на это предусмотрено финансирование за счет республиканского бюджета. И необходимо отметить, что вот, допустим, в период уже вот этого года 29 жизней спасено только за счет того, что сработали эти датчики, и в том числе 11 детей. А если говорить с момента начала работы этой программы 2016 года, то уже спасено 550 человек, и из них 221 ребенок. Ну, то есть это рабочая вещь, рабочая программа, эти АДПИ, поэтому в принципе, я, наверное, как бы не устану говорить об этом всегда и просить, рекомендовать жителям республики. Естественно, если вы не попадаете вот под эти категории, ну, в любом случае, значит, у вас есть возможность приобрести эти АДПИ.
и тем самым вы спасете жизнь. Здесь просто элементарно, может, наверное, даже так, как сказать, в виде подарка друзьям дарить, родным, близким, тем более уж пожилым людям. Вот, я думаю, что только сейчас вот в голову пришла мысль, вот сколько у нас букет цветов стоит, да? Вот вместо того, чтобы купить там 5 розочек, можно купить там 5-6 на эти деньги извещателей подарить. В каждую комнату. Да, полностью квартиру можно обеспечить пожарно-защитными. Павел Юрьевич, мы знаем, что лето в этом году пришло раньше, да, стоит аномально жаркая погода. Какие рекомендации вы можете дать телезрителям, чтобы не допустить пожара? Ну, во-первых, если мы говорим, я так понимаю, больше о частном жилье, да, о садовых домиках и так далее, ну, естественно, это строго соблюдать требования пожарной безопасности при разведении открытого огня. То есть мы прекрасно знаем, что просто сжигание мусора и так далее у нас практически запрещено. Есть соответствующие требования, это 50 метров от зданий, ну, при определенных условиях до 25 метров можно. Это мы говорим о сжигании веток, мусора и так далее. Естественно, если готовится в мангале закрытом шашлык, то 5 метров от здания должен располагаться, в радиусе 4 метров все вокруг должно быть очищено, соответственно, при себе, так сказать, в шаговой доступности должны быть первичные средства пожаротушения, потому что, ну, это как бы основная из причин при такой жаркой погоде, которая может начаться пожар, распространиться. Да. Если говорить уже непосредственно о жилье, вот, ну, это, как я уже только что говорил, это, естественно, надо соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, не перегружать электросеть, соответственно, не оставлять без присмотра электроприборы. Ну вот, в принципе, они основные. Ну, про печи сейчас, наверное, смысла пока нет говорить. Печи сейчас пока у нас жарко, не топится. Но вот эти основные две причины — это неосторожное обращение с огнем, ну и, соответственно, электрооборудование. Спасибо большое, Павел Юрьевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Павел Сабитов, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. И мы говорили о пожарной безопасности. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.